не сдаваться. Потому что это была уже 4-я операция за год, но как бы все прошло удачно, все прошло успешно. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, Жұлдызай подкастына қош келдіңіздер. Бізде кезекті подкаст және қонақта Найзабекова Екатерина, Найзабеков Ратмир, біздің мүмкіндік проектінің подопечныйлары десек те болады. Яғни қайырымдылық деген сөзді толыққанды өздерінен өткізген адамдар. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать к нам на подкаст. Как у вас настроение? Отлично. И можете рассказать немножко про себя, вообще про вас, про Ратмира? Мы обычная семья. Просто в нашей семье вот появился такой необычный ребенок немножко с физическими недостатками. У нас и ножки там недоделанные, так скажем, пальчики, можешь показать, ручки свои. Вот. Такие мы особенные. Но развиваемся, стараемся, учимся на данный момент. Уже перешли 8 класс, учимся мы на отлично. Занимаемся спортом, но пока детским во дворе носимся. В мяч, в футбол, это его мечта, играть в футбол. Благодаря вашему фонду его мечта сбылась, что он может носиться с мячом, не думая ни о чем, не переживая, бегая спокойно от всей души. С наступлением пандемии дети же остались дома, и получается у нас закончилось физическое движение. В основном же все дома сидели, никуда не выйти, площадки, и из-за этого у нас перестала расти ножка, левая нога, и дошло до того, что уже разница между ногами была больше 6 сантиметров. Это очень ощутимо и по здоровью, и по состоянию, и что умственному, по настроению, что физически, это боли были всякие. И мы обратились в поликлинику, нас направили к Чикинаеву, очень хороший ортопед, который вот нам помог увеличить нашу ножку и добиться исполнения нашего желания, это носиться с мячом на футбольном поле. Первым этапом у нас было, это мы поставили аппарат Елизарова. Но так как мы ребенок неугомонный, мы любим движение, мы всегда в движнике, даже с этим аппаратом Елизарова мы там пытались дома что-то вытворять, заниматься на турнике, и так сам он отжиматься, создавать движение, жить полной жизнью. И благодаря этому мы сломали этот аппарат Елизарова, нам его сняли, поставили пластину. Буквально мы неделю после операции еще так скажем, поболели, а потом все-таки взял верх наш червячок. Мы также начали активно двигаться, сломали эту пластину. И когда нас уже с этой пластиной привезли в больницу, дальше уже выбора нету, что делать, снимать пластину, ставить новую, но это опять не факт, что мы с ней доходим до зарастания кости. И тут вот в этой больнице в это время проходила акция от благотворительного фонда Жулдызай. Спасибо вам огромное, что новая разработка, так скажем, что детям ставят в кости штифт, который помогает расти кости до нужного момента. При этом кость, она плавная, она эластичная, она также может, если при ударе она согнется, но не сломается и не прирастает к костям, и что дает полноценное развитие, полноценное движение, полноценную жизнь ребенку, человеку, у которого этот штифт находится. Вот с этим штифтом мы уже 3 года ходим, никаких проблем от слова совсем, ни боли, ничего. Ребенок живет полной жизнью. Вот и нам поставили этот штифт, перенесли операцию достаточно хорошо. Ожидали, конечно, худшего, но потому что это была уже 4-я операция за год, но все прошло удачно, все прошло успешно, да? Да. Мы перенесли хорошо операцию, и быстренько мы встали, можно сказать, достаточно быстро мы встали на ноги. Да, теперь ты свое мнение расскажи. Да, как это было с твоей точки зрения? Было страшно, так как мама говорила, уже 4-я операция,
достаточно много операций. А это еще такая, типа, Сложно. да, сложно, еще много крови можно потерять. Но она хорошо прошла, да? Но она хорошо А прошла. после этого как было? Быстро восстановилась? Да, быстро восстановился. Где-то через месяц уже ходил нормально. Ну, немного хромал, потому что долго не ходил. Вот сейчас уже в футбол бегаю, гуляю почти каждый день. Живу как нормальный ребенок, чувствую себя хорошо. После этого у тебя боли, ничего не было? Нет, все отлично. Отлично. Спасибо вам, что делаете бесплатную операцию. А вот в период, ну это у вас получается с рождения же у вас диагнозы, да? Да. И на протяжении всей жизни, может, вы сталкивались с какими-то поступками от других людей, которые дали вам толчок в жизни, и либо те ситуации, которые заставили вас верить еще больше в добро? Да, как все равно же ты общаешься где-то там, где-то в больницах знакомишься с людьми, где-то даже в магазинах можно там начать разговаривать, и потом это перерастает в дружбу, можно так сказать. И у меня как бы на моем пути, да, после рождения Ратмира, вернее, до его рождения я не обращала на это внимания. А после его рождения я тоже думала, что это конец жизни, это как бы... Депрессия какая-то, да? Да, что я буду делать и кому я нужна, никому не нужна. Ну, такие обычные мысли обычного человека. Что, куда деваться? Ну, берешь себя в руки и идешь дальше, потому что помимо Ратмира у меня еще 2 девочек, и нужно развиваться и развивать их детей, и этого поднимать, и как бы идешь дальше, и не замечая этого, тебе попадаются на пути люди, у которых, пусть не такие, другие, но тоже проблемы, касающиеся, да, здоровья ребенка. И вот действительно, вот сейчас даже вы спросили, я начала вот анализировать в голове, да, и вот постепенно с каждым годом мне добавляются такие люди. Были такие, что девочки, да, там 3 года было у нее рак здесь на кости, на пальце, там 3-летнему ребенку вырезали, да, как мама одна с 4 детьми, вот это вот боролась, и это все, и они победили рак, сейчас ребенок уже учится, по-моему, даже уже институт закончила, на медика пошла. Потом там знакомая, рак 4-й стадии у нее было, она победила этот рак, что не нужно сдаваться, нужно идти вперед, чего бы там у тебя, какие бы проблем не было, они все равно решаемые. Единственная нерешаемая проблема, это, по-моему, смерть, ее никак не решишь, а любую проблему можно решить. И Бог дает тебе тех людей, которые помогут, пусть не финансово, да, не физически, но морально тебя поддержат или покажут пример, что не надо останавливаться, нужно идти дальше. Если ты уже одно дело начал, надо добиваться, вот что мы и делаем. Лечимся, оперируемся, растем, развиваемся, общаемся, показываем пример, да, некоторых даже учим, что ребенок же не виноват, что он родился такой. Снисхождения тоже ни у кого не просим, но все равно нужно относиться с уважением к такому человеку, который пробился через вот это вот все эти горе прошел и все равно несет марку, да, так сказать, гордо идет по этой жизни, отдавая своим теплом и вниманием благодарность. А какие-то конкретные ситуации были? В смысле? Вот то, что, может, от других людей вы получили такое внимание, тепло, что это больше вам мотивации дало, чтобы идти вперед? Ну, это, конечно, наши врачи. Вот что мне нравится, у них всегда в глазах оптимизм. Что бы ни случилось, они прям не переживайте, мы берем все в свои руки, все будет хорошо. И спасибо огромное всем, кто нам помогал, как бы даже своим словом, советом. Это в большей степени родственники, скорее всего, да, друзья? Ну, родственники, да, но больше мне как бы от врачей. Потому что они же как светилы, да, они знают исход. И если в их глазах горит оптимизм, сказали, что все будет хорошо, это будет все хорошо. Я им верю вообще беспрекословно. Доверяю своего ребенка и верю, что так и будет.
И благодаря этому, наверное, вы там, где вы сейчас. Да, мы не упали. Мы карабкаемся вверх, добиваемся всего. А как изменилась ваша вера в людей после того, как у вас появился особенный ребенок? Были ли какие-то изменения? Были. Сначала я разочаровывалась в людях, даже в знакомых, которые, как так сказать, брезговали, да, общаться с моим ребенком, потому что он не такой, как все. Как разочаровалась я, да, как можно? Ну это же ребенок, какая разница, есть у него пальцы, нету пальцев, есть уши, нет ушей, там же это не от нас зависит. И такое отношение к детям, это, мне кажется, это ниже. Разочаровывалась, но все равно дальше, чем больше дальше идешь, тем больше людей встречается. Мы пошли в садик, пусть и специализированный садик мы ходили, но там вот там показали отношение к детям, пусть даже они не обычные дети, что они все равно такие же детки, они также развиваются, тем более садик был там и солнечные детки были, и ДЦПшники, и всякие аутисты, глухие, слепые, и они их всех вместе собирали, и дети, они просто жили детство, игрались, веселились, как они друг друга понимали, я не знаю, но они общались. С некоторыми детьми до сих пор общаются, да, встречаются на улицах, обнимаются, здороваются. Они понимают друг друга, помогают сами развиваться друг другу. Вот если мы были неугомонные, мы носились, а мы были в группе с ДЦПшниками, многие детки, которые вот на коленочках ходили, многие, смотря на него, хотели встать на ноги, и у них получалось, а нет, они старались, они тянулись к этому. Да? Да. А как было в школе? Можешь рассказать свой первый день в школе? Первый день, я помню, все так смотрели, все боялись со мной садиться. Потом учительница такая, мама сказала, сесть на первую парту, руки показать. Я начал показывать, учительница сказала, идите посмотрите, что с ним все хорошо, он такой же, как вы. Самое главное, не тупой. И дальше все стало лучше, друзей новых нашел много. Отношения с одноклассниками как было? Все отлично было. Со всеми нормальные отношения было, даже отличное. То есть они тебе помогали, вы Да. игрались, учились вместе? Да. Это очень классно. К этому, наверное, и ваша польза есть, наверное, ваш вклад, то, что вы, наверное, наставили учителей, родителей, да? Да, когда вы в это школу нужно ходили. обязательно. Вы в обычную школу ходили? А в обычную школу, хоть и говорили в специализированную, но ребенок должен находиться в социуме, он должен общаться с обычными людьми. Это просто жизнь дальнейшая. Когда взрослый станет, как он будет? Нет, оно должно быть как... такой вот он родился, ничего страшного, можно исправить. На родительском собрании перед 1 сентября, там первоклассников собирают же, я прям встала и сказала родителям, что с ними в классе, с их детьми в классе будет учиться особенный ребенок. Если мы умственно нормальные, IQ у нас хорошие, но у нас недостатки в виде пальчиков на руках не хватает, немножко с челюстью проблема и с ножками. Но это не мешает учиться, не мешает общаться. И посоветовала учителю, чтобы на классном часе прям каждый ребенок подошел, посмотрел все недостатки моего ребенка, если интересно, пощупал, если интересно, задал вопросы, чтобы дети уже были готовы, что с ними особенный ребеночек учится, и чтобы это не мешало учебному процессу в дальнейшем, что и сделали. То есть сначала вы поговорили Предупредила с учителем. родителей, потому что все равно это идет от родителей. Детки, они-то что, они дети. Им какая разница? Ой, любопытно, они поговорили, пощупали, они дальше начали общаться. А само восприятие родителей, да, что такое вот ребенок учится с моим ребенком, да фу, нет, не дай бог, там многие такие попадаются. Поэтому сначала я предупреждала родителей, что вот такой ребенок, но он такой же, как и ваши дети, он такой же нормальный, живой, А потом как в добрый. школе?
дальше? А Чего? потом он прям встал на ноги, да. Там помощи он практически отказывался, что там за ним, что вот он не может, допустим, тетрадки там собрать. Ну, долго это он возится. Он отказывался, это не надо, я все буду делать сам. И детки, спасибо им огромное, стояли, ждали, пока наш Ратмир все сложит. И все его ждали. Никто его не обижал, не унижал, да, или как-то Это там классно. цепляться, не булили, дай бог. Прям хорошая школа, это вот и учителя, спасибо им огромное, что вот они восприняли, да, моего ребенка такого, как обычного, не стали заострять внимание на то, что вот он не такой, как все, да, скажем. Они помогали ему подниматься все вместе, без всяких поблажек, даже наоборот, его тетради с его таким каллиграфическим подчерком висели, как пример, что вот у тебя 5 пальцев, и ты так коряво пишешь, и пацан 2 пальцами вот так вот красиво, ровно пишет. Да, до сих пор мы с этой учительницей общаемся, к ней ходит моя младшая дочь, и она также и говорит: Найля, вот посмотри, вот как твой Ратмир писал, и как пишешь ты. Ну, это очень, конечно, лестно, радостно. Классно. Мы знаем то, что после того, как ему шрифты установили, он первый раз пошел на дискотеку, да? Да. Как это было? Классно. То есть до этого не было Не было ходил? такого. Нет, первый раз ходил. И после этого пошел еще раз? Да. Ну, в прошлом году где-то раза 3 сходил. Классно. На все дискотеки сходил в Отлично. прошлом году. Что самое большое, чему вас научил ваш ребенок? Не только как матери, но только человека. Не сдаваться. Прям не заморачиваться, да, вот эти проблемы, все равно выход найдется. Ну как, не циклиться, да, на этом. Ну вот вообще на проблемах не надо циклиться, потому что если ты начнешь думать об этой проблеме, оно притянет остальные проблемы. Нужно наоборот как-то отвлекаться, да, чтобы найти выход, да, из сложившейся ситуации, чтобы решить эту проблему. Ведь оно не так, что вот ты там за голову схватился, и оно там тебе мыслю покрывает, там типа ты выйдешь. Нет, оно по сторонам. Все равно где-то там посмотрел, о, люди там так делают, пробуешь, да, что-то вот как бы, ну как, решение проблемы, оно лежит везде на поверхности, не в голове. Ну, есть, конечно, моменты, когда именно и твоя голова нужна, но вот решение проблемы, оно вокруг нас, потому что у кого-то тоже такая ситуация, где-то прислушаешься, где-то присмотришь, где-то даже в том же самом телевизоре увидишь и пробуешь, не надо бояться, нужно пробовать, все. Ну, не все, конечно, пробовать, но найти выход нужно пробовать, такое все законное, да, скажем. Нет, это и не нужно отказываться от помощи друзей, от помощи близких, даже от помощи посторонних людей. Как для меня сначала было дико, когда мы ездили в садик, и вот бабушки, дедушки деньги Ратмиру давали. Вот прям по 1000 тенге вот дают, ой, купи сыну мороженого. Мне так обидно было, да, что вот он, если он такой, это не значит, что вот у меня нету денег, и я не могу купить ему мороженое. Потом бабушка какая-то мне в автобусе объяснила, что это как бы они от чистого сердца хотят помочь, да, там как бы. Это не как подача, а как... Да, это не как подача, а как для них это как вот как бальзам на душу, да, что вот они уже старенькие, но вот такой ребеночек, это как Сделали бы им, доброе дело. Да, доброе дело, что вот они. И вот это вот я перестала на это обращать внимание, да, ну и перестали деньги давать. Но все равно помощь со стороны очень много. Где-то кто-то советом подскажет. Даже так вот в автобусе садишься, и можно запросто с кем-то заговорить, с незнакомым человеком очень много узнать. Ну, даже пусть не по твоей проблеме, но по другой, но все равно даже так можно найти выход из проблемы, да, скажем. Вот так мы и живем, общаемся. И детей учу, что не нужно быть скрытным таким этим, общайся, если человеку интересно, расскажи. Потому что любопытство — это очень интересная черта человека, и иногда очень даже и полезная, что за счет любопытства многие что-то узнают, и многие, да, начинают понимать, что он такой же
Ну, даже детки особенные, они такие же дети, у них все так же, как и у нас, и бояться их не надо, стесняться их не надо, там сильно вылазить, да, чтобы помочь им, там тоже не надо, они как бы самостоятельно справляются. Просто как бы поддержка им очень нужна, да, что вот давай, пошли вместе, ты да я, мы вместе, мы одинаковые, скажем так. И все, больше таким детям, мне кажется, ничего не надо. А лишняя забота, опека, это наоборот, мне Это иногда кажется, вредит, наверное, да. больше, да? А так просто за руку взялись и пошли, да. В лужу так в лужу, через лужу, значит, через лужу, но вместе. А какие-то истории у тебя есть, Ратмир, которые связаны с друзьями? Может, интересные, может, когда до того, как тебе установили штифты, может, после? Ну, они меня поддерживали, ну, типа, говорили, что я справлюсь, все будет хорошо. Ну, самое главное, не жалели. Не жалели, да? Да, не жалели. Ну, типа там утюсюси. Они всегда с тобой Да, они общались, всегда со мной гуляли? общались, мы гуляли. Ну, спасибо им большое, спасибо маме, спасибо всем фонду «Желтозай», что делают бесплатные операции. Как ты себя чувствовал, когда вот на последнюю операцию собирался? Очень боялся, потому что говорили, что она будет очень тяжелая, что нужно много Терпение? всего сделать. Более 2 часов длилась операция. Много крови потерял. Восстановился я. Вот сейчас бегаю, в футбол играю. Со мной все отлично. А как изменилась жизнь после операции? Мне кажется, она стала намного лучше. Я больше не хромаю. То есть тебе было неудобно, когда ты хромал, да? Да. Когда ходил? Как будто скорость была медленнее. Меньше? Мгм. Да. Вот сейчас я быстро бегаю, стал нормально ходить, как все. Играешь в футбол, да? Да, А кем ты футбол. хочешь стать в будущем? Футболистом. Футболистом? Да. Кто твой Вратарем. кумир? Нойер, Мануэль. Классно. У тебя уже и во дворе кто-то сказали, да? Что сказали? Кликуха. Да, такая. да, да. Кличку какую-то придумали. Кто-то там Классно. вратарь. Лев Яшин. Ефрешин. Классно. Екатерина, а что у вас раздражает больше в обществе? Может, какие-то стереотипы есть, именно связанные с особенными людьми, либо с благотворительностью? Потому что многие, наверное, которые не сталкивались с благотворительностью сами, они немножко негативно относятся к этому. Как будто бы. Нет, не было такого ощущения? Нет. Как бы я бы и сама с удовольствием, ну, как бы я и помогаю, если там увижу проблему там, у человека, что-то это, я стараюсь помочь даже без его просьбы, да, потому что многие люди, они не просят, они вот я сама, вот так вот. И как бы я, если вижу, нужна помощь, я помогаю вообще без одной мысли, без этого как-то. Ну, вот так нас и воспитывали с детства, что вот младших не обижай, младшим помогай. Если кому-то нужна помощь, помогай, не это даже не А знаю. были люди, которые вот навязывали свои советы? Да, это везде. Это постоянно везде и всюду. И Они ты- всегда знают то, что лучше да, для лучше вас. это не надо делать так. Там, особенно меня больше бесит, когда говорят, что ты этих врачей слушаешь. Они же свои, как они там, дипломы купили. Ничего такого Но не многие могут. сомневаются В основном, казахстанской да, медицине. сейчас, да. Ну, не знаю. И у меня только благодарность, слова благодарности, уважения. И ничего плохого я в их сторону сказать не могу, в сторону врачей. И, да, и медсестры, и они наоборот идут с открытым сердцем, идут к тебе навстречу, там что-то помогают, подсказывают, так не получается, сделайте так, так. Никогда не было конфликтов, и дай бог, чтобы их и не было в дальнейшем. Нет,
я только за врачей. Молодцы, все равно где-то что-то они учились, пусть даже там половину спали, половину слышали, дальше они нагонят, это же как и любая работа на практике, оно все равно по книжке одно, а в жизни оно совершенно все по-другому. Потому что каждый человек индивидуален, и каждому свой подход нужен, что такой, что медицинский. А у вас у самих были какие-то истории, которые связаны со стереотипами в обществе? Не было такого. Всегда только позитивно. Да. А из позитивного что-нибудь вы можете рассказать? Мне хотелось бы вот услышать прямо от вас какие-то истории, ситуации, которые прям интересны были бы. Ну вот то, что говорю, в детском садике многие дети ДЦПшные, ладно, сейчас начну сначала, да, как оно все начиналось. Я отвезла его в садик и ехала обратно с садика домой. А садик находился там за Байтереком. Забыла, да? 64-й садик, по-моему. Это я помню. Я ехала оттуда и что-то с мужчиной разговорилась. Молодой такой парень, спортивного телосложения, и что-то вот я говорю, потому что со стороны обычно бывает. И мы начали с ним разговаривать, ну как дела там. Не помню уже, о чем разговор завязался, а он тренер, и он начинает свою тренерскую деятельность карате. Ну и как бы я рассказала, говорю, классно, а у нас, говорю, вот детки ДЦПшники, говорю, и мне их жалко, да, что вот мой носится, они не могут с ним. Его потом всегда в наказание садили посредине комнаты на стульчике сидеть, чтобы вот дети спокойно играли, не пытались за ним бегать, а сидели спокойно и занимались своими делами. И вот его садили всегда посередине комнаты одного, и вот он на стульчике сидел, как в наказание, да. Ну и я ему взяла это все рассказала, он такой, а если, как бы мне туда? Я говорю, если вы бесплатно будете, потому что, не каждый может позволить себе. Я вот, допустим, не работаю, да, у нас работает один папа, что немногие могут позволить оплачивать это. И этот парень начал ходить и вот помогать детям, там, я не знаю, как они занимались, мы не попали ни разу, да, на его тренировку, потому что мы на кикбоксинг его записали, его тоже с удовольствием взяли. И вот он тот самый пример, да, который вот меня восхищает, что вот человек сам захотел, да, и вот ему просто было интересно, и как бы, я не знаю, сколько они, да, года 2 они там прозанимались, но вот наша группа выпустилась, дальше я не знаю, занимаются, не занимаются, но вот такой вот, что сам человек решил помогать таким деткам, да, развивать, это и для него плюс тоже. Да, это же опыт большой. Да, и вот многие детки, да, вот сколько Дашу этих, сколько мы видим, многие дети уже ходят на своих двоих сами ногах. То есть пусть еще операция. Этот разговор, может быть, дал толчок вот этому циклу, наверное, добра, да, в какой-то степени. И циклу добра, да, и детям вот это, что я могу, я смогу, я сделаю, или я должен, да, я вот такой, я такой же, как и все. Что это очень даже, да. А еще какие-то истории, может, такие же? Это, наверное, садик, что благодаря мне все стали ходить, не бояться таких людей, как я, сами себя подняли, то есть перестали стесняться самих себя, не боялись показывать себя людям. Наверное, вот это. А вы с ними общаетесь все еще в садике? Да, Максима помню, мы с ним общаемся. У него сейчас, правда, он пока не может ходить, потому что у него тоже аппарат Элизарова стоит на ноге. Дашу помню, она недалеко от нас живет. Во дворе больницы часто пересекаемся. Да. Классно. И вы друг друга поддерживаете, да? Отлично. А что бы вы хотели, чтобы другие мамы особенных детей знали и не боялись говорить вслух? О проблемах детей не надо бояться. Не надо бояться осуждения, если даже кто-то что-то осудит вас, но это он в меру своего воспитания будет вас осуждать. И это его мысли, его идеи, его, не знаю, со стороны, не надо слушать, кто что будет говорить. Каждый человек думает по-своему, и принимать это близко к сердцу нежелательно. И не прятать таких деток.
наоборот, выводить их в социум, знакомить, да. Особенно таких детей нужно знакомить с обычными людьми, да, помогать им развиваться, дальше также приспосабливаться, быть такими же, не быть особенными, быть такой же, как и все, быть обычным человеком, простым нормальным человеком, помогать в этом детям, не прятать их, ни в коем случае не надо прятать, не нужно стесняться, не заставлять ребенка своего, чтобы он стеснялся своего какого-то недостатка. У детей нету недостатков. Все их недостатки — это наши недоработки. А если так получилось, значит, наоборот, нужно выставлять это на вид. Пусть все видят, пусть все знают. Есть такие дети, есть у него минусы, но у него же есть и плюсы. Если ты так будешь с ним помогать ему, это все у него плюсов будет намного больше, чем минусов. И он сам не будет замечать свои недостатки. Не может он там, допустим, одной рукой, да, ручку взять. Чуть-чуть поработать, и мы можем одной ручкой сначала просто поддержать, а потом и пописать, да, как мы это делаем. Последнее время мы научились одной рукой писать. Этот он приходит, татуировки себе рисуем. Это тоже, пусть это как бы вау, но это воу, это достижение, это классно. Это вообще маленькими шажками, да? Да, и доходим, добиваемся того, чего хотим, что нам более всего необходимо. И благодаря вот именно людям со стороны, да, которые вот показали, вот есть у нас такой пацан, вот будьте любезны, примите его таким, какой он есть. Принял народ, принял мир и также помогает нам идти дальше, развиваться, никто его не унижает, не оскорбляет, наоборот, поддерживает. Да, как вот 6 класс мы закончили на инвалидном кресле, вот как раз после операции поехали, а перед операцией было. Поехали на вручение грамоты, что за отличное обучение. Так там вся школа ему аплодировала, когда он встал с инвалидного кресла на ходунках, хромая, по красной дорожке шел. Вся школа ему аплодировала, и все, кто его видел, шли к нему обниматься, там, по-мужски там здоровкаться. Это прям очень было приятно, что все равно даже ребенок 2 года дома был на дистанционном обучении, и школьники приняли его, что есть такой человек, он может это сделать, это очень приятно. Спасибо огромное, что он переступил этот порог. И все уже, и слава Богу. Спасибо большое вам, теперь мы уже идем 7-мильными шагами на обеих ногах устойчиво прямо. А можете вот в период вот последней операции рассказать немножко, как это было, чуть-чуть в подробностях? Это было страшно, особенно когда найдешь в Ютубе, там же интернет — это могучая сила. Всю полностью, как эта операция проводится, правда, было очень страшно. То есть до этого у вас же несколько операций было, и вы понимали, что это отличается от того, что было? Хотя вот врачи, я говорю, они и сами объясняют все, да, отводили меня в сторону, каждую операцию они объясняли, что и как будет делаться. Что вот этот аппарат Элизарова, что там резалась кожа, пилилась кость, что это будет так, там, та же самая пластина снимались. Это тяжело, да, я не спорю, но вот самое этот, и жалко то, что уже столько он перенес, и еще вдобавок такая тяжелая. Ну, приходилось держать все в себе, идти на позитиве, улыбаться, понимая, какие у тебя риски, но голову вверх и вперед только. Все хихи, ха-ха, где-то там придумываешь что-нибудь, где-то смешишь, где-то так. Потому что ваше состояние в большей на степени нем отражается, да. Да. И вот так вот вместе, как бы, да, было такое, что мы около недели, да, перед операцией вообще друг с другом даже не разговаривали, боялись друг другу рот открыть, да, и ему страшно, и мне страшно, и боишься что-то слово сказать, чтобы хуже не было, да, было такое, что мы прям даже неделю, да, мы по разным комнатам вообще боялись увидеться. И все равно это очень морально тяжело, и нужно, во-первых, пережить вперед мне, да, чтобы его настроить. И, ну ничего, мы справились, да, уже перешли это все, ему страшно, мне. Спасибо моей маме, мужу, которые были с нами, переговорщиками нашими были, да. Бабушка с ним,
муж со мной. Это что-то надо поговорить, там мысля придет в голову, папе высыпишь, папа идет с бабушкой, меняются местами, и вот так вот мы и жили. Между вами, получается? Да, они, вот да? что вот он свои мысли, я свои, вот там надо сделать так, вот это вот так, вот так. От него приходит весточка, что вот это вот так, вот ощущение у меня так, я то-то, вот так мы и жили, но потом все равно вместе дружно пошли, сдались в руки нашим врачам и ни капельки не жалеем об этом. Прям, Зато это приносит свои плоды, я думаю. да, Да. прям вот наоборот, прям вот продолжайте, не останавливайтесь, люди, верьте им, это правда. Это настоящая правда, это настоящая жизнь. Желательно, да, побольше, чтобы было таких счастливых детей, которые могут Но развиваться. это, не получается, бояться. врач вам сам сказал, то, что можно сделать такую операцию. Да, он предложил. Да, потому если что- вы не побоитесь. Да, говорить. это было самое начало, наверное, этого Первый, проекта, да, прям, вот когда ну, мы одни из именно первых. устанавливали штифты. Мгм. Вообще проект с 2013 года идет, но именно вот такие инновационные мы начали вот 2 года назад, как вы сказали. И Ратмир был одним из первых, кому установили вот эти штифты телескопические. Мы, честно, сами были в волнении, как это будет, потому что это реально меняет жизни детей, да, можно так сказать. И вот мы планировали 33 ребенка, но после того, как первые операции прошли, мы увидели то, что это нереально крутые результаты. Да. То, что дети, которые до этого вообще не ходили, которые не было шанса у них сделать такую операцию, потому что очень дорого это Очень стоит. дорого, да. Да, Мы это бы тоже дорого. сами не потянули Да, бы. мы когда узнали расходы, мы такие, вау, это не каждый может позволить себе такое сделать. И после того, как увидели вот эти результаты, мы были сами очень радостные, прям радовались вместе с вами, можно сказать. Да. И вот сейчас мы 49 штифтов детям установили. Ой, Кому-то по 2 сделали, кому-то 1. И вот это классно, то, что есть такие результаты, и то, что вообще все это так хорошо происходит. Потому что люди, которые вам помогают, вы же в основном их не знаете, и они не знают, кому вас, ну, кто вы, кому Да. они помогают. Но так получается такой симбиоз, что добро оно идет, добро это продолжается и так далее, и он меняет вот так жизни. Вот спасибо огромное этим людям, которые верят вам, верят нам, верят в нашу медицину, и которые просто от чистого сердца помогают нашим деткам. Кто-то морально, кто-то материально, кто-то физически. И любая помощь, она это нужна таким детям, таким семьям нужна. Потому что если одному остаться с такой проблемой, это нереально выгребсти. Нужна помощь. И вам, что вы нас не теряете из виду, да, постоянно спрашиваете, как дела, там в WhatsApp, да, в статусы реагируйте на наши, что мы вот процветаем, цветем, двигаемся. И людям, побольше таких людей, просто как бы, я бы в школу, наверное, ввела бы такой урок, что вот эта вот благотворительность, волонтерство, оно же необходимо, это наша жизнь. Не все же плохо, должно же быть и хорошо, и чем больше хорошего, тем и жизнь будет лучше. Спасибо огромное людям, которые верят в то, что благотворительность, она действительно помогает, что это подарок судьбы, да, так скажем, таким особенным деткам. Особенно вот, допустим, наши помощники, да, наши благотворители, это BI Group компания. Вот, насколько я знаю, это вот работники, обычные простые люди отдают часть своей зарплаты на благотворительность, на то, чтобы наши детки бегали, жили, существовали, да, как обычные люди, чтобы у них было поменьше проблем, касающихся их здоровья. Вот, спасибо огромное. Верьте, люди, надо. Должна быть благотворительность. Да, я бы в школу ввела, да, вот этот урок благотворительности, волонтерства, чтобы дети, они с малых лет знали, что это такое, что это правильно. Приучались, да, не помоги себе сам, а помоги другим, помоги нуждающимся, помоги больным. Просто будь добр, будь человеком, будь настоящим. Вот. И наш завершающий вопрос. Что для вас добро?
Это самое главное в жизни. Да. Без добра счастья не будет. Да, спасибо вам, BI Group, за много проведенных бесплатных операций. Спасибо, что даете надежду нашим мамам, всем нам, что спасаете нас от... Небольших поломок. Да, спасибо вам еще раз. Да, спасибо. Спасибо всем тем, кто досмотрел наш подкаст. Спасибо вам, то, что пришли, то, что поучаствовали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите следующих выпусков.